часть, вот она вот такого красноватого цвета. Дело в том, что вмещающие отложения были такого красного, это самое такое, ну, красно-коричневого цвета. И вот отпечаток остался вот на этом фрагменте черепа. А вот край карьера, вот даже можно смотреть по границе, как вот череп выглядывал с края. То есть он как раз-таки и выгорел на солнце. Обратите внимание, кость тоже она, вот как она торчала, да, вот она так вот выгорела, а вот эта часть лежала в отложениях, она сохранила самый такой красноватый цвет. Обнаружение человеческих останков в археологии, особенно для эпохи палеолита, является явлением, ну, не сказать, что сильно редким, но мало распространенным, потому что человеческие остатки разрушаются гораздо быстрее, чем большинство животных, и как бы обнаружить их довольно сложно в силу того, что если животные остатки располагаются, как правило, ну, хаотично на большой площади, и вообще как бы количество животного мира, оно больше было, чем человеческого, в принципе. Это только последние несколько сот лет человечество достигло вот таких вот сумасшедших величин, миллиарды там людей там живут на планете, то в древности, особенно как говорится, в доисторическом периоде, это вот когда все, что мы считаем, что вот, касается археологических культур, которые отсутствует письменность, то людей жило гораздо меньше, чем сейчас. И даже вот если брать территорию современной Якутии, тут на данный момент живет что-то порядка около миллиона человек, то в древности, понятно, нам еще меньше людей. Вот. И обнаружение человеческих остатков любого времени, оно является, в принципе, большим вкладом в дальнейшее изучение человеческого распространения на территории Якутии. Человеческие находки обычно приурочены к такому типу археологической памяти, как археологические погребения. Их найти тоже большая удача, на территории Якутии тоже их не так много. Вот. Но отдельный интерес вызывает, допустим, случайные находки человеческих костей. В данном случае вот в этом году было обнаружено 2 человеческих черепа, не привязанных, по крайней мере на данный момент не было установлено каких-то типов погребального обряда и полное отсутствие на данный момент, опять же говорю, других частей скелета. И это является своего рода уникальным, потому что как бы обнаружение само по себе отдельной части от человека вызывает много вопросов. Вообще, что это произошло, почему это произошло, и как это так получилось, что голова оказалась одна. И это сопряжено с большой удачей. Опять же, это, как говорится, зависит от тех отложений, в которые они залегали. Вот, допустим, вот этот первый череп, он залегал в сартанских отложениях в районе города Якутска и был перекрыт песками довольно такими плотными, суглинистыми. Вот. И это, скорее всего, обеспечило ему хорошую сохранность. Здесь, если обратите внимание, даже присутствуют некоторые сохранившиеся зубы, потому что вот в дальнейшем для изучения, почему я обратил на это внимание, зубы являются очень важным таким элементом человеческого скелета, с которого можно почерпнуть большое количество информации от установления вида человека до, собственно, там, рассмотра там, генетики, там, развития генетических линий. Вот этот череп у нас немножко, как говорится, не повезло, потому что отсутствует практически лицевая часть, верхняя и нижняя челюсти. Вот. Но здесь вот можно обратить внимание на характер вообще как вот обнаружение вот этого самого черепа. Дело в том, что он был обнаружен в карьере, который разрабатывался до добычи грунта для строительства дорог. И в стенке карьера вот эта вот часть оказалась обнажена. Со временем она выгорела на солнце. Ну и, собственно, при осмотре этого карьера визуально что-то белеет такое. Вот, и оказалось это вот фрагмент человеческого черепа. И в этот сам как бы дальнейшие исследования, потому что время в этом году было краткосрочное, не показали дополнительных каких-то археологических материалов, антропологических материалов, кроме одного ребра, который вот был обнаружен чуть позднее в том же самом месте. Но следующий этап изучения, который нам предстоит, а именно определение радиоуглеродного возраста вот этих вот находок, он как раз таки и построит нам планы на дальнейшее изучение вообще вот этих самых мест. То есть если, допустим,
даты окажутся довольно древними, то будут планироваться полномасштабные раскопки вот этих мест, вот прям в точках, где были найдены эти антропологические находки. И, собственно, можно будет просто-напросто определить, какой период, какая культура существовала и, собственно, какой тип людей, в принципе, здесь присутствовал. Если это окажется древнее 1000 лет, это уже будет очень хорошо. Это, то есть, до прихода народа Саха сюда, в это самое, то есть это будут люди, те, которые обитали здесь древнее, это так называемые палеоазиаты. Вот. Если это окажется еще древнее, то есть, допустим, вот этот череп был найден в рыхлых отражениях сартанских. Это сартанские, это древнее 10 тысяч лет, до 20 тысяч лет назад. То есть, если это подтвердится, то есть я не говорю, что это так, но пока это с известной долей условности. Если это подтвердится, это будет очень хорошо, потому что плейстоценовых находок древних людей в Якутии еще меньше, чем всех остальных. Академия наук и Институт археологии и этнографии города Новосибирска. Мы работаем уже с 2020 года тесно. И за это время мы находили и мамонтовую фауну с воздействием человека, древнего человека. И, соответственно, мы вот совместно вот ездим на экспедициях, работали. И в этом году вот нам посчастливилось вот найти, обнаружить черепа, ну вот, как вы видите, черепа людей. Но это такая удача, но это будет известно, когда вот, как Александр Викторович говорил, после радиоуглеродного анализа. И потом уже будем думать, как будем вести работу. Но одно скажу, что вот на местности вот Фонду, там, конечно, присутствие древнего человека отмечается, и до этого было отмечено, поэтому работы велись не только в палеонтологическом направлении, но и археологическом направлении. И вот у нас пока такие вот результаты, которые еще глубже будем изучать, и, надеюсь, какие-то новые этапы научных работ будут сделаны.